Алдабай ең алғашқы шыққан кезде Шоқан қалай, қазір де солай. Ребят собрал я. Это была моя группа. Мы танцевали. Мы просто были танцорами. Сенмен ақылдасады группаның барлығы сені тыңдағаннан кейін Марлен екеуінің орталарында түсініспеушілік болды. Он стал вносить раскол в нашу группу, перекупать пацанов. Убрать меня из группы он не может. Эй, ты лучше не говори, у тебя акцент такой ужасный. Менімен бір-екі ай аралассаң өз-өзіне сөйлеп кетесің. На меня как на дурачка смотрели. Ты не ешь мясо, да ты не мужик. Енді жаңа голоданиеңді айтшы. Неге ашығып жүрсің? Группа тарап кетті деп ашуланып ашығып жүрсің ба? Ақша бітті деп ашығып жүрсің ба? Сколько шагов до тебя, сколько же планет, рек или даже морей мне преодолеть. От тебя до меня 100 ночей, один рассвет, но в глазах твоих я вижу свет. На все ответ, теперь я точно знаю. 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 Как не скрывай ее, не спрячь. Это любовь, какую роль не примеряй. Ты сам ведь это знаешь, в каждом лучике света и капли дождя. Милые твоя Сколько шагов до тебя, сколько же планет, рек или даже морей мне преодолеть. От тебя до меня 100 ночей, один рассвет, но в глазах твоих я вижу свет. На все ответ, теперь я точно знаю. 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 Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі жып-жылы әңгімеміздің қадірлі қонағы өздеріңізге белгілі Алдабай тобының белгілі мүшесі Шоқан. Саламатсыз. Рахмет. Рад вас видеть. Ал Шоқан, қош келдің. Уақытыңды бөліп алдымен келгеніңе үлкен рахмет. Енді бізде әдемі әңгіме болады. Келші, мен саған әдемілеп шай құйып берейін. Әдейі сүтпен дайындап қойдым. Да, красивый цвет. Шоқан, сен күтмен деп жоғалып кеткенің не? Қалайсың, қайда жүрсің, не істеп жүрсің? Ну, с музыкой уже, конечно, я, можно сказать, завязал. А сейчас бизнесом занимаюсь и новое направление. Запустил курсы по оздоровлению, похудению и набору мышечной массы. Біз екеуміз соңғы рет қай уақытта кездестік? Сен айтқан жоқсың маған. Сонда бұл жақыннан шыққан бизнес болып тұр ғой, е? Ну да, да. Я сам голодаю с 2007 года. А запустил это вот только с 19-го. Жарайды, оны кейінірек айта жатармыз. Енді қазір саған айтайын. Алдабай бұрынғы өте танымал топтардың бірі. Бірақ қазір жастар білмеуі мүмкін. Сондықтан Алдабайдың тарихы туралы айтып берші кішкене. Наверное, здесь больше был случай, потому что я никогда не отличался особыми вокальными данными, не ходил в музыкальные школы. Я просто любил танцевать. И всегда я танцевал круто.
так скажу нескромно. Мектеп қабырғасының бәрінде. Причем я и не учился и танцевать. Да, я просто вот любил музыку, и когда ее слышал, вот я начинал двигаться, и вокруг меня всегда собирались люди. Еще маленьким ребенком на всех семейных праздниках я танцевал, и тогда мне платили первые деньги. И уже, когда меня просили, бесплатно танцевать я не хотел, даже хоть и был маленьким. И вот могу сказать, что жизнь меня вывела через танцы. Я стал как-то чего-то достиг, мне кажется, благодаря вот своему умению, в первую очередь, танцевать. Музыкаға деген қызығушылығың бірінші биден бастады, иә? Да. Но үйдің ішіндегі адамдардың барлығы бекер қонақ келген кезде билетпеген. Баяғыда бәрімізге де үйге қонақ келсе, менің қызым ән айтады. Келші, ән айтып бер. Әрберден кейін қашатын едік, маған да ақша беретін. Ну, у меня продюсера не было, как вот. Я сам себя продвигал. Я говорил, дайте я спою или станцую. Сол кездегі ақшаларыңа бірдеңе алдың ба? Ну, к сожалению, на тот момент деньги мне не принадлежали, да, я все отдавал родителям. А мен берген жоқпын. Мен есімде 2-3 класста оқып жүрген кезде өлең айтам, ақша сол кезде 45 рубль деген көп ақша ғой. Да. Сонда барып ертең әртіс болып ән айтқан кезде кием деп, индийский босоножки дегендер тұратын, 45 рубль сондай болатын. Соларды алып қойғам. Соны осы 18 жасқа келгенде соншама жыл сақтап, әжем екеуміз мен Алматыға келгенде концертке киіп шықтым. Вот сейчас у меня дочка подрастает, ей уже 4 года, и она просит купить куклы. Вот. И я ей говорю, зарабатывай. Она удивлена, говорит, а как я заработаю? Я говорю, вот завтра будут гости, предложи им спеть или станцевать. Я постараюсь, чтобы они это оплатили. Они говорят, а если не оплатят? Я говорю, ты не переживай. Так что да, это действительно... Тек айтсаң болды деп па? Да. Сол кезде ойлаймын, мен сол музыкаға деген әртіс боламын деген бірақ мақсат болды. Басқа профессияны таңдаған У жоқпын. вас с детства так, да? Бала кезімнен, иә, көзімді ашқалы айтып жүрдім. Мысалы, сенде де сонда қараш, билеп келдің де, ақыры сол музыкаға келді. Енді топтың аты Алдавай. Неге Алдавай? Я думаю, что это был Кім қойды? удачный маркетинговый ход, который придумал Марлен, один из наших первых, так скажем, продюсеров. Причем название нам не понравилось, и мы были против. Но он нам объяснил... Алдавай деп қоюға қарсы болдыңдар ма? Да. Ну, Данияр из нашей группы, он предложил балкон. Я когда услышал, я сказал, давайте, пусть лучше будет Алдавай. Это потому что балкон вообще мне было непонятно. Но это по мотивам советского фильма про алматинских ребят. А со временем как бы показалось, что название было удачным. Вот, я собрал группу, а название придумал Марлен. Вот так получилось. Бәрі соған келсіңдер. Да. Алғашқы хиттарың? Первый хит наш был «Кутмена», но он был на русском. И он был быстрый, танцевальный. Он вышел в 2000 году. И, ё-моё, почти 24 года назад. Кеше сияқты, де? Как будто, да. Енді сол топта жүрген кезде сен ең жақсы көретін сүйікті әнің қандай ән болды? Айтып бере аласың ба? Конечно. Самая любимая песня до сих пор это Сюймеман. Она поет так. Над рекою растянулся злой туман. Это была первая русско-казахская песня. Не первая. Первая это была у Досмукаслам. Күндізде, түндізде. Но это было намного раньше нас. И вот мы выпустили такой вот микс и задали тренд такой. Потому что в нашу молодость в основном все песни были на русском. Это 2000 год. И мы вот только как 7 лет обрели независимость. И поэтому в основном были песни на русском. И мы вот начали как-то вот с такой песни внедрять казахский язык. И эта песня очень хорошо у нас получилась там. Потому что началась вот на русском, а второй куплет шел на казахском. Сол негізі топтағы балалардың барлығын икем болды ғой қазақшаны айтуға? Ну, у нас вот потом... Қиындық туғызбаған шығар сендерге? Ну, вот мы потом после этого, когда мы увидели, что казахские песни начинают набирать как бы интерес, мы выпустили песню, мы перепели нашу первую песню «Дождись» на казахский язык, Кутмене назвали ее и медленно сделали. Покойный Бахаджан Жумадил, это из группы Досмукасан, написал перевод этой песни. Бахаджан ага. Да, Бахаджан ага. И я сам не понял, как она второй раз сделала нас мегапопулярными. Сейчас я могу вот сесть в такси, и взрослые мужики говорят: блин, Шохан, это же вы, мы выросли на ваших песнях. И я говорю, как? Он говорит, ну, я служил, строевая песня, и оказывается, вот она стала строевой, и до сих пор она ушла в народ. Вот я считаю, ну, что это хорошее достижение.
сәті келген ән болды дейсің. Да. Енді жаңа ақша туралы айттық қой, бекер айтып отырған жоқпыз. Алғашқы гонорарларың қанша болды? Тогда я помню самые первые гонорары, которые казались нам значительными, это $500. Причем у нас была группа из 4 человек. Это еще, но это до Марлена, как танцоры. А когда мы начали Алдавай, я помню, у нас был крутой гонорар, $1500 на нашу группу, и тогда это считалось большие деньги. Как будто сейчас, наверное, $1000, $10 000. Иә, ол кезде ақшалар құнделі. Сол алғашқы гонорарды қайда жұмсадыңдар? Енді қолдарыңа $500 түсті. Да. Көп ақша. Я копил, собирал. Я купил маме шубу, купил квартиру и обставил ее мебелью. Где-то это уже в 2005 году я это сделал. За 5 лет. Накопил. Да. Сосын енді Алдавай тобы сол кезде енді жаңа өзің айтып отырсың, халықтың арасында бір жағынан екі тілде, орыс тілінде де айтады, қазақ тілінде де айтады. Сосын тыңдармандарың сендердің жастарда болды, үлкендерде болды. Досмұқасанның әнінен бастадыңдар. Енді барлығы ойбай, көшеде көрсең де Алдабай, Шоқан. Енді жасыратын жоқ, сол кезде жұлдыз ауруымен ауырып қалатындар бар ғой. Сендер содан қалай құтылдыңдар? Араларында болды ма? Бір келеңсіздік туғызған кездер жұлдыз ауруымен ауырып. Сейчас, спустя это время, я могу сказать, да, нас именно сгубила звездная болезнь. Потому что именно дисциплина и вот это вот стремление привело нас на успех. Я был лидером в группе, и все меня слушались, и мы были как маленькая группа солдат. Мы прям были дисциплинированы, мы работали, мы репетировали, мы гастролировали, все было четко. Но когда пришла популярность, у нас пошел разлад. Уже у каждого появилось свое мнение, свой авторитет. Они перестали с должным рвением слушаться, и, соответственно, упала дисциплина, и вот пошел разлад. И на тот момент наш первый продюсер Марлен, он еще стал этому разладу способствовать. Он стал вносить раскол в нашу группу, перекупать пацанов. Потому что, хоть он и был нашим продюсером, фактически он имел слабое влияние на группу, потому что мой авторитет был непререкаем. Ребята слушались меня, но так как он уже позиционировался как продюсер, и все заказчики и спонсора общались с ним, ему было некомфортно, что он не имел прямых рычагов управления, поэтому он начал перекупать пацанов. Он дарил им машины, но не дарил, он им покупал в рассрочку. Ребята были молодые, денег копить не умели, поэтому они с радостью на это соглашались, но он их просил не говорить мне, что это он помог купить машину. Внимание дейміз ғой, сенмен ақылдасады группаның барлығы сені тыңдағаннан кейін Марлен екеуінің орталарында түсініспеушілік болды, иә? Да. Солменен енді араларын суып кетті ма, не болды? Ну, видите, когда... Негізі продюсер менен топтың мүшелерінің ортасында әңгімесі жараспаса өте қиын ол. Конечно. Понимаете, чтобы вот эту ситуацию лучше представить, надо вот понимать, что мы договорились, Марлен не был нашим продюсером, как это принято считать, который объявил кастинг, набрал ребят, начал в них вкладывать деньги. Это было немного по-другому. Ребят собрал я. Это была моя группа. Мы танцевали. Мы просто были танцорами. Но мы достигли определенных успехов. И, можно сказать, на своей сфере, как танцоры, мы достигли потолка. И ребята, которых я к себе взял, они в прошлом были как певцы, но у них не получилась карьера. Но они грезили о пении, стать артистами. И они говорили, давай запишем песни. Ну и мы начали в этом направлении двигаться. Тут нам подвернулся Марлен, с которым мы сотрудничали. Тогда очень популярны были дискотеки на площади. Вот таких заведений, как сейчас, не было. У людей развлечений было совсем мало. На весь город было там 2-3 заведения, но они были для взрослых. А для молодежи, для подростков вообще не было никакого развлечения. Поэтому несколько раз в году были огромные концерты на площади. И собирались весь город, и там район на район часто дрались, потому что тогда не как сейчас дети не сидели в айпадах, они шли на улицу и там доказывали свое место в социальной иерархии, дрались там, толпа на толпу, район на район, один на один. И вот в таком вот таких условиях вот проходили эти дискотеки. И мы там постоянными гостями были, танцевали, выступали. Причем мы уже были довольно известны, популярны. Там нас Марлен и приметил.
И как бы мы там ему оказали пару услуг, несколько раз для него бесплатно выступили в обмен на то, что он найдет нам продюсеров, кто поможет нам выйти наверх. Потому что тогда, в то время, не как сейчас. Сейчас талантливые люди могут записать трек, и если соцсети подхватят, то они станут популярными без продюсеров. Иә. А тогда на телевидении невозможно было пробиться без связей. Спонсор керек болды. Связи нужны были. Иә, И деньги связь нужны керек были. болды. Да, связи в первую очередь. Поэтому мы искали связи, и он обещал нам помочь найти эти связи. И вот он нас привел на прослушивание. Тогда был Далер Назаров. Я его очень уважаю. Талантливый очень музыкант. И он, и еще там один человек нас привели на кастинг, и он говорит: давайте ля-ля-ля-ля-ля, там что-то на фано поиграл, мы попели. И он говорит: все, спасибо, выходите, мы с Марленой переговорим, так как мы пришли через Марлену. И он им говорит: слушай, зачем тебе эти бездарные ребята? Они вообще там... Ну, мы на самом деле, мы не занимались вокалом, мы неплохо пели, но для уличного уровня. А там по тем временам, это сейчас приветствуется, когда человек выражает себя и поет как может, и наоборот поет, главное, true, как говорят, да, чтобы ты вот мог передать эмоции. А тогда ты обязательно должен быть там вокалистом, и признаком хорошего голоса это было умение брать высокие ноты или, как я вот сейчас скажу, по сути, орать. Ты вот так вот, если можешь петь, все, ты крутой певец. Вот мы тогда так петь не могли, не учились. Но на уровне, если сесть с ребятами под гитару, пели мы неплохо. Вот, и они говорят: зачем вам эти бездарные ребята, пусть гуляют. И Марлену неудобно стало, он же нам должен был деньги, мы же бесплатно выступали. И он говорит: слушай, ну, они вас не приняли, давайте мы сами, я с вами петь буду. И он нами пел, он выступал. Но мы были все четверо подтянутые, спортивные, а он был взрослый и полноватый. И как бы через некоторое время он понял, что он не подходит. И говорит: давайте я буду организационной деятельностью, в организацию. И так, тогда еще слово продюсер мы не знали. И вот так, и группа, мы когда стрельнули, стали популярными, так как мы были, я всегда выглядел моложе своих лет, да, и общались, предпочитали с ним, потому что он как взрослый выглядел, и начали с ним. И он вдруг в резкий момент обрел какой-то вот такой статус. Он до этого был уже довольно успешным предпринимателем, а тут его вся страна узнала, что он еще и продюсер популярной группы «Алдавай». И вот так пошло. Енді сен айтып отырсың, группадағы жігіттердің барлығы мені тыңдады деп. Да. Марленге ол ұнаған жоқ. Сол Марлен екеуің қарым-қатынастарың группадағы басқа жігіттерге де әсер етті ме? Сенің қарым-қатынасың бұзылған жоқ па? Я думаю, что Марлен просто проявил недальновидность. Вот, ему надо было... Мүмкін тәжірибесі болмағасын шығар. Да, ему просто не подсказали, наверное, ему надо было со мной сотрудничать и просто объединиться со мной. А он начал со мной конкурировать за ребят, потому что он понимал, что убрать меня из группы он не может. Потому что, во-первых, все еще был большой авторитет, и если бы я ушел, ребята все равно ушли бы за мной. А во-вторых, из всей группы на тот момент, ну, как если бы, как сейчас, замеры рейтинга делали бы, как там Gallup делает, то по этим замерам бы я был впереди. То есть меня нельзя, если бы меня убрали бы, группа могла бы потерять какое-то свое значительное свойство. Поэтому он был вынужден именно, ну, по его представлениям, бороться с тем, чтобы лишить меня влияния. И тем самым вот он деньгами перекупал ребят и начал вносить разлад. Ребята тоже оказались к этому не готовы. Они приняли от него эти как бы услуги, но оказались ему должны. И в итоге между нами стали возникать вот эти недоверие, недосказанность. Должен болып қалғаннан кейін амал жоқ, Марлен тыңдай бастады. Ну да, надо было как-то, наверное, по-другому ему действовать. Ал енді сол топтағы жігіттер қазір қайда араласасыңдар ма? Қазір енді талай жасқа келдіңдер. Ну, некоторые ребята... Өкпе ренжіп біткен шығар. Да, некоторые ребята мне периодически звонят, мы общаемся, но в целом мы разные люди. И, понимаете, вот развитие идет, и кто-то меняется, развивается и растет, да, узнает что-то новое, интересуется, ищет себя. А кто-то вот считает, что он всего уже достиг. Поэтому мы просто стали разными. Тогда по молодости это не было так заметно, а сейчас вот мне зачастую даже не о чем с ними разговаривать. А ол жігіттердің барлығы сонда ешқайсысы музыкамен айналыспайды, өзінің жөндерімен кетті. Басқа кәсіппен айналысып кетті ма? Ну, допустим, Данияр косвенно, как, насколько я знаю, как-то еще связан, он стал тамадой. Вот. А все остальные... Нурик, который был со второго состава в песне «Без тебя», самый красавчик.
Вот, он до сих пор поет в кабаках и собрал, как я, насколько знаю, лайв-бенд свой. Вот, он только с музыкой связан, но выйти уже на такой же новый коммерческий масштабный уровень он не может, не получается. Или может, как он думает, не хочет, не знаю. Сен сонда Шоқан музыканы бір жола қазір тастадың ғой. Да, Тастадың. Бірақ білмеймін, Алдабай ең алғашқы шыққан кезде Шоқан қалай, қазір де солай. Ешқандай өзгермегенсің. Негізі маған да сөйтіп айтады, соны мен енді түсініп отырмын. Баяғы Шоқан не семірмеген, не өзгеріс жоқ. Сен өзіңді қалай сақтап жүрсің? Бір құпиясы бар ма? Жаңа айтып қалдың бір сөзінде. Жаңа не дедің? әрине құпия бар. Голодание дедің ба? Да, это голодание, да. Но в первую очередь я думаю, что, конечно, мне повезло генетически. Я всегда выглядел моложе своего возраста. Раньше это создавало проблемы. Когда я же был лидером группы, мы приходили договариваться о работе с директором клуба. Ну, меня не воспринимали всерьез до тех пор, пока я не начинал говорить. То, когда я начал говорить, люди понимали, что я достаточно осведомлен и понимаю, что делаю. Вот. Это в первую очередь генетически. А второе, конечно же, то, что я не поправился, то, что я... Сөзіңді білейін, генетикалық жағынан болғанда кім сонда? Папаң жағынан ба, мамаң жағынан У ба? меня и мама до сих пор выглядит хорошо, моложе своих лет. Нешеде қазір жасы? Она сейчас ей 63. Бірақ жас көрінеді. Да, она хорошо выглядит, слава Всевышнему. Вот. И с папиной стороны, по папе я уйгур, вот. У меня есть очень звездные родственники, допустим, народная артистка Гульвира Разиева, СССР. Иә. Это моя тетя. Мен білем, Вот, жақсы білем. Мен студент кезімде ол кісі сабақ беріп жүрген. Да. Пединстта. Да, вы Абай атындағы Пединст деп айтатынбыз ол Да, кезде. по тем временам, ну, когда артистов было попасть и мечтать, она была как бы мегазвездой. Она гастролировала по всему миру от СССР. И вот сейчас ей будет скоро, у нее будет юбилей, и она 85 лет, она выглядит просто шикарно. Да, она выглядит шикарно и до сих пор активно и хорошо соображает. Так что я думаю, что есть генетика, но любую генетику можно испортить, как и любую плохую генетику можно улучшить. Ол кісіні мен де жақсы білем. Мен енді Алматыға келіп 80-ші жылдардың аяқ жағында келген кезде гастрольдік сапарда көп болдық. Сондай қарапайым кісі, қазақша өте керемет айтады. Да. Енді қазақша сөйлегенде керемет сөйлейді. Сәлем айт. Хорошо, Рахмет. Я, к сожалению, не так знаю хорошо пока еще казахский язык, как хотелось бы, но я поставил себе цель в ближайшее, вот в течение этого года, я обязательно его выучу, и надеюсь, вы меня пригласите, и мы с вами поговорим на казахском. Менімен бір-екі ай аралассаң, өз-өзіне сөйлеп кетесің. Да, Менің да, қасымда я жүрген с вами. орыс балалардың бәрі бастайды, Жанар апай деп. Соны ары қарай қазақ тілі қиын емес негізі. Да, я понимаю, просто этому Ең времени. басты сен түсінесің ғой. Я оценю. Түсінсең болды әрі қарай. Самое главное. Анау-мынау акцентке қарамау керек. Да. Айта беру керек, сөйлесе беру керек. Кітаптан оқып үйренгеннен гөрі неғұрлым қазақи тілде адамдармен аралассаң, тез үйренесің. Вы правы, вот мне кажется, у нас Практика. политика государства и общества, она неправильная. Вот смотрите, другие страны поощряют, когда люди пытаются говорить на их языке, а у нас, когда говорят, ты лучше не говори, у тебя акцент такой ужасный. Так нельзя. Вообще сказать, молодец, пытайся. Сені қазақшаң, мен орысшам сияқты. Да. Мен Алматыға келген кезде орысша білмейтінбіз. Да. Біздің жағы өскен население дейміз, ауылымызда Мгм. бір орыс болған жоқ. Орыс тілінен де қазақша сөйлейтінбіз. Менде анадай комплекс болған жоқ. Сосын мен жаңа айтып отырған практика деген. Мен мысалы білмеймін ғой. Бір-екі орыс сөйлесіп жатса, ішінен бір-екі сөз жаттап алам, келесі жолы біреумен сөйлескенде соны қолданам. Мгм. Сөйтіп практикаменен қазір енді орыстардың арасында мен аштан өлмеймін. Ну да. Сөйлей беремін. Сонда шынымен өзіңнің қасында жүрген адамдар күліп жатады, сенің нең акцентің бар, орысша сөйлеме деп қарамау керек екен. Да. Ең басты. Да. Мен қазір ағылшынша үйреніп жүрмін. О, вот вы молодец. Надо всю жизнь заниматься, потому что вот многие люди, вот вы сказали звездная болезнь. В чем суть звездной болезни? Когда человек думает, что он всего достиг. Это говорит только о том, что у него изначально были ограниченные потребности, а учиться надо всю жизнь, пока ты жив. Өмір бойы. Да, и мозги будешь сохранять молодыми. Сейчас у многих болезней Альцгеймера или там деменция развивается, потому что они в зоне комфорта пребывают. Надо мозги все время тренировать, как мышцы. Иә. Ол үйренудің ешқашан кеш болмайды. Бізде бір үлкен кісіні білем, 75-ке келген кезде өмірінде художник болуды армандаған екен.
Ну, 75-ке келгенде институтқа түсіп, енді бұрында образованиесі бар ғой, өзінің арманын орындап, художник болып, өзінің жағы нелерін, көрмелерін ұйымдастырып, керемет жасады. Мен сол кісі мысалы маған мотивация болды. да. Мен қазір енді осы ағылшыншаны ақырындап үйренсем, ойлап отырмын, тіл үйренгеннің артықшылығы жоқ. Өйткені шетелге шығып қалсаң, бәрі ағылшынша сөйлеп жатады. Бір-екі күннен кейін қарасаң, мектепте қанша дегенмен біз оқыдық қой, фундамент бар. Мгм. Бәрібір түсінесің. Да, Сөйтіп артынан қарасам, ешқандай да қиыншылығы жоқ. да. Бірінші мен цветтерден жаттадым. Red, green, purple бір нәрсе дегендерді жаттап, содан кейін барып ақырындап жаттай Да, бастадым. да, Сосын мынандай есіктерге кіріп бара жатқан кезде іліп қою керек екен. да. Понимаете, Жанар апа, что сейчас уникальное время, можно сказать. Я не могу сказать, сколько это продлится, но сейчас, пока это происходит, надо этим пользоваться. Столько информации, Я. столько свободного времени у людей. Как раньше на заводы ходить с утра до ночи уже не надо. Керек У емес. людей Үйде много- тұрып бәрін Да, білуге все болады. под рукой, вот открыл телефон, весь мир тебе открылся. Что делают люди? Они просто в соцсетях. Ну, конечно, они думают, что они что-то оттуда полезное получают. Может быть, что-то и получают, но это хаотичная информация. Надо целенаправленно тратить свое время на то, чтобы развиваться. Мгм. Конкретно цели ставить. Енді жаңа голоданиеңді айтшы. М. Неге ашығып жүрсің? Группа тарап кетті деп ашуланып ашығып жүрсің ба? Ақша бітті деп ашығып жүрсің ба? Голодание не беріп жатыр? Оның үстіне сен енді өзің жағы, әкем жағынан ұйғырмын деп отырсың. Бізде ашығу жағынан түсіндіріп айтып керек жоқ. Біз 30 күндік оразамыз бар ғой, ашығамыз. Да. Оны пайдалы екенін білеміз. Бүкіл әлем мойындап жатыр қазір оны. А сенікі қандай голодание? Мой отец, вот, который был уйгуром, он умер рано. Он умер от рака, ему было 33 года. Он был младше, чем я сейчас. То есть тогда он мне казался взрослым мужем, да? А сейчас я понимаю, это же просто пацан был. Он не успел пожить. И он умер от рака, сгорел. И, наверное, на меня это произвело сильное впечатление, ну, хотя мне тогда было всего около 7-8 лет, я видел, как он болеет. Вот, что я понял, что в жизни самое главное – это здоровье. Иә. Вот люди гонятся там, с кем-то спорят, интриги, что-то хотят кому-то заказать. Конечно, гонятся за деньгами, за карьерой, но они не понимают, что все, что они имеют, это только время. Это все не наше, это все в аренде. Мы уйдем. Поэтому все, что есть лично наше, это наше время. И поэтому они должны с разумом его тратить, а не деньги. Деньги цены только тем, что ты можешь купить время других людей. И с этим сэкономить свое. А время и есть наше здоровье. Она позволит это время, во-первых, либо удлинить, либо сократить. То есть, если у вас хорошее здоровье, вы можете прожить и 80, и 90, и 100 лет. Представляете? Либо, если у вас плохое здоровье, вы где-то после 50 можете и все. Вот и вся жизнь. Но и помимо того, что длина, это еще активное долголетие. То есть вы будете наслаждаться жизнью. То есть у вас будет энергия, чтобы кататься на лыжах, путешествовать, работать, заниматься любимым делом, а не страдать, лежать. То есть люди, они не замечают элементарного, что на самом деле ценно. Они бегут за деньгами, а потом в этой погоне подрывают здоровье. И зачем им деньги? Они становятся обузой для семьи, которые они хотели заработать деньги. Ең үлкен байлық денсаулық дейсің ғой. Конечно, люди должны понять, что сначала базово идет это здоровье. Поэтому я запустил курсы, потому что я хочу людям напоминать и мотивировать их. В первую очередь, саморазвитие начинается со своего здоровья. Понимаете, вот от здоровья зависит время нашей жизни и качество нашей жизни. О чем еще можно думать? Вот такие дела. Сонымен голоданиені қашаннан бастадың? Я начал где-то с 5-го интересоваться, а с 2007-го я прям активно начал голодать. Сонда 15 жыл, 16 жылдай болды. Да, когда я так, понимаете, сейчас много уже информации, и я заметил, благодаря еще в том числе и моим усилиям, тема голодания, она набирает обороты, становится популярным, и это хорошо. Но тогда, когда я это начал практиковать, на меня как на дурачка смотрели. Ты не ешь мясо, да ты не мужик, да ты что там, понимаешь, вот такая ерунда вот такая. То есть люди не понимали. Сейчас более-менее. И сегодня, вот вы упомянули ураза, люди неправильно держат этот священный пост. Я здесь не касаюсь темы религии, я касаюсь конкретно практики, потому что изначально смысл был заложен здравый. Правильно, и так и должно быть. Во всех религиях есть пост голодания. А что делают сегодня современные люди? Они не едят, к тому же еще не пьют, что еще усугубляет положение, а потом ночью перед сном наедаются вот так и спать ложатся.
Потом утром просыпается, ну, уже аппетита хоть немного, все равно пытается наесться. Это вредит здоровью. Это раз. негізі Во-вторых, оразаның ережесінде айтады ғой, кешкісін аузыңды ашқанда да баппенен қарның тояр тоймастай қылып іш тамақты, сосын ертеңгісін сәреге ішкенде де қатты ішпе дейді. Өйткені оразаның өзінің тоқшылығы болады дейді. ну да, но видите, это в теории, а на практике люди очень сильно ослабли. Я вот раньше чуть-чуть где-то вот начинал с того, что я учил людей голодать. И люди не могут даже, не то что 3 дня, 1 день не могут голодать. Настолько ослабла вот у них вот духовность. И я вот вынужден был для них разработать новую методику, которую я назвал условным голоданием. Там основа интервального, плюс именно продукты, которые надо есть. И она намного легче. И вот тут дело двинулось. Люди уже наконец-то стали уже оздоравливаться. На моих курсах, на моих марафонах они стали действительно. Причем я поставил символическую цену. Я хочу, чтобы как можно больше людей просто оздоровились. И мы просто... Каждый должен работать в меру своей возможностей, чтобы улучшать мир вокруг себя. Не надо там пытаться сразу спасти галактику, как там в фильмах, боевиках. Просто маленькие шаги для того, чтобы вокруг себя жизнь улучшать. И чем больше я смогу оздоровить людей, тем больше я сделаю пространство Аптасына благоприятным. қанша күн ашығасың? Ну, сейчас я в основном 3-дневный провожу голодание. Ештеңе ішпейсің ба? Только воду, Сумен. да. И у меня был опыт проведения сухого голодания. Я 5 суток не ел и не пил. Я даже руки не мыл и не мылся. С водой вообще контакта не был. Вот это был крутой опыт. Керемет. Ал енді шоқан қайтадан творчествоға айналайықшы. Давайте. Қанша дегенмен. Қазір енді сен музыканы тастадым, кеттім дегенменен бәрібір тыңдайсың ғой. Қазіргі ең жақсы тыңдайтын тобың ба, әншің ба, кім? Қазіргі жалпы мына жастардың творчествосына қалай қарайсың? Көңілің тола ма? Меня радует, что сейчас стало приветствоваться больше именно эмоциональность и подача в ущерб, допустим, техническому исполнению. Раньше были все заточены на техническое исполнение, как я говорил. Чем выше ты возьмешь, тем больше ты мелизмов сделаешь. На этом не... А сейчас больше как вот от души, как ты можешь споешь. Хоть как вот там Билли Айлиш, она вообще шепчет в микрофон. И она суперзвезда номер 1. А раньше такой формат не прокатил бы. Но это еще связано с развитием технологий. Ну и плюс, что люди меняются. Сейчас уже более true, более настоящий идет. Да? Вот как человек, как ты можешь, так и пой. Главное, донеси смысл и настроение. Ну, смысл, ладно, сейчас далеко не во всех песнях есть, но настроение. Если ты можешь передать настроение, все, ты молодец. Я думаю, это правильно, потому что человеку не надо тратить времени, чтобы там обучаться, какие-то получать дипломы. Если он действительно имеет внутри себя талант, и ему что есть сказать, спеть, ну пусть поделится. Если это хорошо, пожалуйста. Вы знаете, что сейчас каждый день выходит более 100 тысяч новых песен в мире. Каждый день размещается на площадках. Но и 70 или даже, по-моему, 80% из них не имеет прослушивания более 3 раз. То есть, несмотря на такой огромный вал контента, они остаются без потребителей. Поэтому, если ты действительно конкурентен, тебя все равно услышат. Вот так вот. Дегенмен кімді тыңдайсың енді? Ну, из современных казахстанских, если говорить, ну, я, если не ошибусь, Мираж Жугунусов. Қолымды ұста. Қолымнан ұста, ұшам десең алысқа, сезім зымырап, қол аштайды ғарышқа. Вот это просто шикарная песня, потому что она близко ко мне. Жастардың бәрі тыңдайды. Да, она немножко более о высоком. Сейчас же люди поют чисто затрагивая эмоциональную сферу, там секс, наркотики, понимаете? И то, что не заставляет человека думать, а просто чувствовать. Ну, хотя «Қолымды ұста», она тоже немножко об эмоциях, но она более возвышенная. И при этом красивая музыкальная песня. Я вот такие больше люблю. Ал қазір саған келіп ұсыныс түссе, біреумен саған дуэт айту керек десе, кіммен айтар едің? С вами? Менмен? Қазақша? Конечно. Ал Шоқан, керемет. Мен өзі сеніменен әңгімелесіп отырып, қазіргі өмірде сен немен айналысып жүр екенде шынымен ойлап жүредім. Бірталай сырларыңды ақтардың, елге пайда істейтін керемет дүниелеріңді айттың. Қазіргі жастардың да творчествосына хабарың бар, көзінің алдынан тексеріп қарап тыңдайтынды барлығын. Тұшымды бір әдемі әңгіме айттың. Ең бастысы, жаңа өзің айтып отырсың, қазіргі кезде бізге керегі ең қымбаты уақыт, бізге қарсы жұмыс істейтін дұшпан да уақыт. Yeah. Өйткені мінекей қазір біз екеуміз бір-бірімізге қарап отырмыз.
бұны қайталай алмаймыз, өтіп кетті. Да, вы правы. Сондықтан да алтын уақытыңды бөліп келіп әдемі әңгімеңді айтып бергеніңе үлкен рахмет. Болашақта жақсы бір сахна төрінде ме екен, жақсылықта ғанда кездесеміз деп ойлаймын. Отбасыңа, жан жағыңа барлығына амандық тілеймін, кәсібіңнен береке берсін. Жақсы. Рахмет, мне тоже было приятно с вами пообщаться. Спасибо, что пригласили. У вас прекрасное шоу. Надеюсь, много людей нас услышат, и мы будем им полезны. А также здоровья вашей семье, и у вас прекрасная дочь красавица. Ей тоже большой привет от меня. Рахмет. Жақсы. Таңертең қырау, жан жағымда тау, жапырақ пен жел билейді алаңда басбастон. Сәлемің ыстық, жылытты қыстық, армандап жүрмін жаныммен сені алыстан. Жалғыздық қиын, кетіп қиын, сен мені мәңгілік есімде сақтайын деп ең. Қара бұлт думан, қоршаған тұман, хат жазып отырмын бұл түнде мен саған. Сен маған хат жазуды ұмытпа, хабар күтемін сенен әр апта. Жолдар жатыр арада мыңдаған, күтсем келемін жаным мен саған. Уақыт санап сағатқа қарама, мені ойлап сүйіктім жылама. Жаңбыр соны бітеді таңертең, сен мені күтіп алдың әскерде.